Правительство Российской Федерации рассчитывает привлечь 17 миллиардов 639 миллионов рублей на развитие Арктики до 2023 года. Повышение расходов объясняется выделением средств на субсидирование финансового обеспечения затрат на создание и реконструкцию объектов инфраструктуры, возмещением доходов по кредитам при реализации инвестпроектов и прочую поддержку резидентов арктической зоны. В настоящее время правительство разрабатывает программу привлечения дополнительных инвестиций в Арктику и создания рабочих мест. Власти Якутии подписали соглашение с «Газпромом» о газификации 21 населенного пункта республики. Документ подразумевает газифицировать до 2025 года села, которые прилегают к газопроводу «Сила Сибири». Речь идет об Алданском, Ленском, Нерюнгринском и Алекнинском районах. «Газпром» планирует построить 6 газопроводов-отводов общей протяженностью 37 километров газораспределительными станциями. От них будут проложены 9 межпоселковых газопроводов общей протяженностью 186 километров. В свою очередь, правительство Якутии обеспечит строительство 320 километров внутрипоселковых газопроводов, подготовку к приему газу свыше 5000 домовладений, 58 котельных и предприятий. Всего уровень газификации Якутии к 2025 году вырастет до 40,8%. При этом в сельской местности он увеличится в 1,5 раза. Отметим, что соглашение актуализировало взаимные обязательства по строительству объектов газификации и подготовки потребителей, которые содержатся в ранее подписанной программе на 2016-2020 годы. Согласно новой программе, инвестиции «Газпрома» в 2021-2025 годах предусмотрены в объеме свыше 9 миллиардов рублей, что в 48 раз превышает прежний уровень вложений. Проект Ленского моста в Якутии выходит на стадию практической реализации. Первый этап подготовки территории строительства завершится в конце сентября текущего года и поступит на рассмотрение глав госэкспертизы. В декабре будет получена экспертиза на первый этап проектно-сметной документации объекта. На сегодняшний день проведены все необходимые геодезические, гидрометеорологические, экологические, транспортные изыскания. Ведутся работы по согласованию документации по планировке территории, выкупу и аренде земельных участков, подпадающих под строительство мостового перехода, исключению земель из статуса городских лесов, ликвидации и скопления мусора в районе Старой Табаги. Объем налоговых поступлений резидентов Втор-Якутия и Южная Якутия до 2025 года ожидается в размере 25 миллиардов рублей. Об этом в интервью «Коммерсанту» сообщил глава Якутии Айсен Николаев. По Втор-Якутия, Южная Якутия до 2025 года мы ждем порядка 25 миллиардов рублей налоговых выплат. При этом главная задача – это создание рабочих мест. Суммарно их должно появиться порядка 10 тысяч, на сегодняшний день уже создано 7 тысяч. Инвесторы вложили в свои проекты 52 миллиарда 300 миллионов рублей, хотя со стороны государства вложения составили 4 миллиарда рублей. В основном это деньги из федерального бюджета, если учитывать в целом поддержку проектов, в том числе и до создания ТОР. Число участников программы «Дальневосточный гектар» достигло 85 тысяч. Земельный участок взяла жительница Амурской области 21 сентября. Общая площадь предоставленных земельных участков составляет 59,5 тысяч гектаров. Это сравнимо с площадью таких городов, как Новосибирск или Самара. Взять дальневосточный гектар можно в любом из 11 регионов Дальнего Востока. При этом наибольшим спросом пользуются участки в Приморье, Якутии и Хабаровском крае. Почти каждый второй участник программы берет землю для строительства дома, еще треть намерена заниматься сельскохозяйственной деятельностью. Порядка 7% собираются реализовать проекты в сфере туризма. Около 10% получателей гектаров планируют открыть на них магазины, кафе, технические центры и заниматься другими видами предпринимательской деятельности. Компания «Эльконский ГМК» планирует реализовать на территории Якутии проекты, связанные с добычей золота, геологоразведкой, отработкой отдельных участков, пригодных для промышленного освоения. Компания готова принимать активное участие в социально-экономическом развитии региона, реализовывать новые инфраструктурные проекты, а также включиться в деятельность научно-образовательного центра «Север» территории устойчивого развития. В частности, руководство Эльконский ГМК изъявило желание участвовать в проектах, касающихся наращивания минерально-сырьевой базы месторождений полезных ископаемых, развития технологий комплексной отработки месторождений рудного золота, создания новых производств в Арктике.
Средства в размере 15 миллионов рублей выделили заповеднику Медвежьи острова в Якутии из федерального бюджета для закупки спецтехники до конца года. На эти средства планируется приобрести снегоболотоходы, снегоходы и автомашины марки УАЗ. Также рассматривается объем федерального финансирования для оснащения материально-технической базы заповедника. Отметим, что постановление о создании заповедника Медвежьи острова в Нижнеколымском районе Якутии подписало правительство России в июле в рамках национального проекта «Экология». Это были новости экономики на Якутия 24. Выпуск подготовила Нургуяна Иванова.